Добрый день, дорогие зрители Ньюсфронта. Приветствую вас из Белграда. И сегодня у нас в гостях, точнее я в гостях у господина Драгана Становича, руководителя сербской диаспоры. Поговорим об актуальных событиях здесь для Балкан, для, я думаю, всего мира в целом. И, я думаю, самая острая тема здесь сейчас для Сербии – это предстоящие выборы в Косово и возможное обострение, связанное с ним. Как известно, вчера был заключен союз между партиями, которые представляют военные офицеры террористической армии освобождения Косово. И, то есть, ведущую роль в этом союзе играет Рамуш Харадинай, который был недавно освобожден французским судом. Многие эксперты, балканисты говорят о том, что все идет к радикализации, к расширению этого проекта Великой Албании. Ваше мнение вот на этот счет, что происходит в Южном Сербском крае? Добро пожаловать в Москву, в Москву Белградскую, в гостиницу «Москва» в Белграде. Да, ситуация на Косово обостряется. Мы видим, что на самом деле это процесс, который уже давно идет. Он сейчас просто перешел в другую, стадию, в которой идет уже реализация, того, что они запланировали. То есть изначально было просто невероятное, что военного преступника, который Харадинай является, потому что есть очень много показаний против того, что он делал, люди, которые страдали, которые погибли, свидетельства и показания. Он был арестован в Франции по запросу сербского Интерпола. Там длились переговоры какие-то. Ну и в итоге решение французский суд принял, конечно, не правовое, а политическое. Его отпустили. Отпустили его, сказав, что для него опасно возвращаться в Сербию. То есть для него опасно отвечать за преступления, которые он совершал. У меня вопрос, а почему тогда не отпустят и всех тех, которые в Лондоне и которые взрывали по всей Европе? Почему двойные стандарты? Террористы, одни террористы, вторые, то давайте отпустим тогда всех на волю. Но мы понимаем, что на самом деле идет реализация плана того, что Харадинай должен объединиться с другими, косовскими террористами, которые убивали сербское население, и они должны войти во власть. Задача американцев – это именно ввести их во власть в Косово, потому что нужна радикализация этого процесса. Мы видели, что произошло в Македонии. В Македонии, их представитель, албанский представитель, стал главой парламента, а президент Македонии под давлением Запада, естественно, албанцев, шиптаров, согласился и, по сути дела, передал власть в руки Заева, то есть человека, который создал коалицию именно с албанцами в ущерб Македонии. Дальше Македонию они, по сути дела, имели два варианта. Или же вариант военным, то есть террористическим путем, или же давлением через Европу. Победил вот этот второй, конечно. Дальше у них план, естественно, развивать на Сербию, на Косово и на те сербские территории, которые уже озвучили. Есть такой Юнус Муслiju, который глава, скажем так, Шиптара в Сербии, в Прешево, Буяновац, Медведжа, который заявил о том, что эти края должны быть припоены к Косово, то есть идет реализация так называемой Великой Албании. Вот вы помните, когда нас обвиняли в том, что Сербия создает Великую Сербию, на самом деле это была просто маска для реализации Великой Албании. Кому она нужна? Она нужна Западу, естественно. И потому что Запад на самом деле финансирует эти процессы, он управляет полностью Косово. Для наших зрителей надо, чтобы они знали, что Косово сегодня является центром преступности в Европе, что в Косово происходят такие процессы, где идет торговля оружием, идет торговля наркотой, то есть там 80% населения нерабочее, притом все банки мировые, европейские там существуют и работают. Вопрос, как они живут, за счет чего, если нет промышленности и если нет работы. То есть понятно. И, что дальше происходит? Дальше появляется Уильям Уокер, который в свое время
инсценировал, вернее, использовал инсценировку в селе Рачак, это когда он утверждал, что сербские силы убили мирное население в селе Рачак, и это являлось, скажем так, сигналом для действий НАТО-агрессора. То есть после его вот этого, значит, анализа выступления там или сигнала начались бомбежки Сербии. Благодаря этому человеку. Этот человек вдруг сейчас, его из нафталина достали, и он появился сейчас опять в роли какого-то, скажем так, продюсера создания, то есть реализации проекта «Великая Албания». Он недавно появился и сказал, что у него есть проект для этой реализации. То есть вот я просто как бы привязываю, вот сколько процессов одной и той же цепи происходит. Сейчас мы будем иметь выборы в Kosovo. Естественно, что тут ожидается, что во власть придут, ну, то есть коалицию сделают именно с этими людьми, которые уголовно преследуются сербскими властями за их преступления. Значит, если они приходят во власть, естественно, что политическую поддержку получат. И вопрос в том, насколько Сербия в состоянии будет адекватно отреагировать. Поэтому тут и является вот этот вопрос, что многие сербы хотят, чтобы власть адекватно реагировала на эту опасность. Опять же, что значит адекватно реагировала? Адекватно реагировала, это значит применила все возможные ресурсы для препятствия, в том числе и вооруженные, значит, возможности продемонстрировать. Опять же, мы знаем, что идут переговоры с Российской Федерацией о поставке определенного вида оружия. Это муссируется в Сербии очень давно, но мне приятно одно. Я вот недавно был на передаче в России там «Право голоса», и они поставили на голосование, должна ли типа Сербия, Россия помочь, хотя бы военным вооружением Сербии, в плане поставок там оружия и так далее. И там, по-моему, около 90% людей проголосовали за поддержку, то есть, что Россия должна оказать помощь в военной технике. Но помощь, это, может быть, это купля-продажа. Я не обсуждаю сейчас технические нюансы, а просто саму возможность, потому что мы понимаем все, что Сербия действительно форпост пророссийский, что этот народ, он всегда был связан с Россией, и он будет связан, что власти эти меняются, одни приходят более прорусские, другие антирусские, но народ остается прорусский, и поэтому все считаются с этим важным как бы моментом. И мы не можем ждать. Мы понимаем, что Хорватия в НАТО, мы понимаем, что Босния, Македония, Косово, все они управляются одним и тем же центром. Получается, только Сербия в стороне, и она должна сопротивляться всему этому окружению опасному, и у нас для этого должны быть, естественно, какие-то ресурсы. Поэтому я считаю, что вот максимальная интеграция с Россией не для того, чтобы вовлечь Россию во что-то, это понятно, да? Нам достаточно собственных сил, но нам нужно продемонстрировать все-таки силу более серьезную, потому что эти люди, они слова как бы политические или там разум, они понимают слово силы, и поэтому продемонстрировать, что мы в состоянии, и недавно мы продемонстрировали, но этого недостаточно, то есть мы должны более показать, что мы это самое в состоянии оказать сопротивление для того, чтобы воспрепятствовать вот этому процессу. Я хочу напомнить, что вот процесс Косово, да, то есть у нас вот проводят аналогию там с Крымом, с Абхазией, с Северной Осетией и так далее. Но мы должны понимать, что Косово исконно сербская земля. То есть ее никто не припаял никогда, ее никто никакими указами не дарил, не давал сербам. Это исконно сербская земля, на которую пришли албанцы, которые имеют свою, как говорится, это самую страну. Они стали вытеснять оттуда сербов при поддержке Запада, но в итоге его оторвали. Нас бомбили, Косово оторвали. Что сделали в этом Косово? Сделали центр, собственно, террористов, центр криминала и так далее. А потом, когда начался процесс в Осетии, процесс в Абхазии, в Крыму и так далее, они говорят, так извините, а зачем, это как так? Собственно говоря, когда вы отбирали Косово, вы об этом не думали? Ведь я тогда еще говорил, что открывается ящик Пандоры, и все политики знали, что это на самом деле будет
процесс, который будет отматываться, то есть он будет реализован еще в других странах. Но они только, видимо, не понимали, что это ударит и по их интересам. Они думали, что это может быть только однобокая реализация, то есть в их интересах, где им надо, то можно. И для них Косово это особый случай. Все остальные случаи это не особые случаи, потому что они не в их интересах. Для наших, прежде всего, иностранных зрителей расскажите, пожалуйста, о Косово и, в частности, о Харадина и остальных бывших командирах. В чем они обвиняются в Сербии? Вообще, что известно об этих людях, которые сейчас вот претендуют на такие высокие посты в так называемом государстве? Я скажу, вот недавно был такой телемост с Ростовом, где я выступал с докладом о том, что это террорист, и не только он делал в Косово, и там были показания свидетелей. Я сейчас не могу вспомнить точные имена, вот, но там речь шла о том, что эти люди, которые служили этим командирам, они заявляли о том, как они убивали сербов, как убивали женщин, детей и стариков. Они давали показания, как ихние командиры их заставляли изнасиловать детей, девочек 8, 11, 12 лет в присутствии их родителей. И все это подробно описывалось, как они изнасиловали, пока другие ждали в очереди, как командир приказывал это самое всем солдатам, которые были в очереди, изнасиловать, а потом издеваться, обрезая руки, пальцы, выкалывая глаза и так далее. Да, страшно это слышать, но, к сожалению, мы видим, что в 21 веке вот этот вид терроризма, он поднял голову, и он поддерживается со стороны этих самых мощных как бы государств мира, то есть со Запада, со стороны Америки. Ведь если мы имеем показания ни одного человека, которые дали показания, что они убивали от имени этих людей, и вдруг этих людей отпускают, и Европа говорит, для них опасно, типа, прийти в Сербию, и так далее. Так они должны сидеть в тюрьме по жизни, но если не даже быть повешенными. Потому что все те, кто занимается терроризмом, все те, кто убивает детей, женщин, стариков и так далее, в какую бы там цель не было, они должны быть наказаны. И они должны быть даже публично, как говорится, повешены, потому что это пример для других, чтобы они этого не делали. И, значит, эти люди... Там есть Лимай, там есть Харадина, и там есть много, то есть, по сути дела, тот же Хашим Тачи, то есть нет косовского политика, который не совершал преступления против сербского населения. И поэтому можете представить себе, когда вы людей, которые преступники, доказанные преступники, потому что есть свидетельские показания, есть дела, которые уже доведены до конца, суд и так далее, и вы их приводите к власти. То есть мы о чем говорим? Это что, демократия такая? То есть это что, новые стандарты, что люди, которые совершали много преступлений, насиловали детей, они должны руководить какими-то для нас непризнанными там государствами, странами, регионами и так далее. И, к сожалению, мы видим эту поддержку все больше. И это новая угроза для общества, которая вот опять же прощупывается через Косово. То есть когда-то Югославию разбомбили, разводили, это был как бы сигнал всему миру, то есть ощупывали пульс, какая будет реакция. Потом было использование, это самое НАТО использовал запрещенные виды вооружений, использовали химическое, по сути дела, оружие, значит, народ до сих пор умирает в тех точках, где эти бомбы падали, они за это не ответили. Я говорю, что вот в Сербии нету политика, то есть для меня ясно, я, будучи, как бы общественником, политиком, буду настаивать, чтобы НАТО заплатил ущерб сербскому народу за то, что он ему сделал. Мало того, что он бомбил, что он уничтожил инфраструктуру, уничтожил экономику на сотни миллиардов долларов, он сделал геноцид в отношении сербского народа и нашего поколения, потому что все больше народу, детей рождается с разными пороками, потому что много людей, которые умирают от тяжких болезней, в том числе наши военные, которые были, которые защищали, там, где они бомбили это самое с объединенным ураниумом и так далее. То есть вот вам налицо люди и те, кто сегодня является, скажем так, новыми современными политиками, что ли, в кавычках, которых, скажем так, западные службы там, и государства толкают во власть. И что нам ждать от этих людей? То есть получилось, была провокация рачек,
И это была, по сути, косвенная поддержка косовского терроризма, который вот сейчас мы видим оттуда же довольно опасные заявления даже для самой Европы. Что-то похожее было там, да, в Боснии, там взрыв на Сараевском рынке, после которого началась операция. То есть это косвенная поддержка, то есть антисербская кампания, которая приводит к тому, что поднимают голову террористические силы. Сейчас мы видим что-то похожее в Сирии, да, когда идет кампания против Башара Асада, и как бы вроде как никто не говорит, конечно, о поддержке террористических сил, но вот происходит такая ситуация. Как перекликаются, вот по вашему видению, эти югославские события вот с нынешними терактами, террористической активностью на Ближнем Востоке, в Европе? Абсолютно верно. Так я вот говорил, то есть Югославия это была такая опытная площадка, где проводили все эти опыты. То есть там всегда у них есть такой проект, да, то есть перед тем, как принять какие-то конкретные действия, нужно оправдать СМИ перед своим народом вот эти действия, то есть, агрессию, собственно говоря. Поэтому вот в Боснии, там на рынке Маркал, и не только там, совершились террористические акты, которые совершала та сторона, и именно в тот момент все BBC, CNN, то есть все их службы находились на этом месте. То есть как бы заранее все понятно было, да? И в итоге они обвиняли сербскую сторону. Прошло десятилетие, когда мы доказали, как и село Рачак, и многое другое, что не мы стояли за этим, что есть конкретные показания, кто это организовал. То есть это их стандартная схема. Она была в Боснии. Дальше. Мы сейчас говорим о том, что исламские, это самое, вот это государство исламское, что оно творит, да? Но никто не... то есть мало кто знает, что первые, скажем так, зернышки исламского государства были посажены еще в Боснии, еще в начале 90-х годов, когда создавали исламские движения, в которые входили лидеры и руководители исламского государства, которое сейчас, скажем так, является как бы корнем зла. Мало того, вот те, которые в Лондоне взрывали, которые вот по Европе вот это, значит, террористические акты проводили, это люди, которые проходили через базу данных у наших служб в Боснии, это в открытых источниках, они обучались именно в Боснии. То есть там были зародыши, там сформировались вот эти, скажем так, террористические структуры, которые дальше пошли по всему миру. Дальше мы видели на примере Сирии химические атаки, мы видели, как опять же Запад сначала делает провокацию, за которой следуют определенные действия, которые никакими законами не могут быть оправданы. Еще более печально, мы с вами знаем, что происходило в Украине и в Киеве, и на Майдане, да. То есть до сих пор это дело не расследовано. То есть в тот момент, когда я находился, собственно говоря, в Киеве, и когда начал убивать этих бедных людей, и когда начал сжигать и Беркут и так далее, все же списывали, что там сначала там приехали те российские спецназ, там приехали там, то есть это отдал указ Янукович и так далее и тому подобное. То есть все, только не то, что есть правда, да. А сегодня вот большинство народа понимает, что правда совершенно другая, и я думаю, что через время будет все-таки совершенно полностью раскрыто, кто стоял за убийством этих людей в Киеве. То есть, опять же, это был повод для того, чтобы сделать какое-то конкретное серьезное действие. То есть, свержение власти там неподобное, которое их не устраивает. Результат мы видели гражданскую, это самую войну, которая унесла кучу жизней, которая довела народ до сопротивления и так далее. То есть вот это все то, что мы проходили. Сначала в Югославии, потом в Сербии, потом бомбило НАТО в Боснии, потом бомбило НАТО, нас в Сербии. Сейчас вот они анимируют Великую Албанию, они разруху вносят в Македонию, они хотят Косово, они хотят часть Сербии, то есть спокойствия они не дают. Но если мы говорим о демократических принципах, во-первых, как это, пускай какой-то из этих террористов из Лондона, его поставят за главу какого-то там республики или какой-то страны. Давайте посмотрим на этот пример. Раз. Два. Если это самое, они сейчас поддерживают вот этих преступников, то они поддерживают, собственно говоря, тех террористов, которые убивают народ по Европе. То есть у меня вопрос к европейскому народу. Неужели вы этого не понимаете? Неужели вы этого не видите? Дальше, они же запустили эту миграцию. Миграция, на самом деле, это тоже серьезный проект Запада. Ведь, то есть Америки. Где же, они начали бомбить, народ начал бежать. Они показали это в Ливии, в Ираке, в Иране, в Сирии и так далее. Народ этот пошел в Европу.
Европу. А, собственно говоря, Америка где вот в этом деле? Она что, приняла какое-то количество беженцев? Притом начали давить нас, слабенькие государства, там Сербию, Болгарию, Македонию, чтобы здесь оставалось. Причем никто не знает, какое количество этих иммигрантов осталось здесь. Естественно, что это поменяет и демографическую картину. Естественно, что это создает центры опасности для всех Балкан, потому что это люди, исламисты, которые направлены сюда и так далее. Понимаете, то есть вся Европа этой политикой, которую проводит как бы Америка уже много лет, она, то есть администрация их, она довела сегодня до того, что сегодня Европа не является вообще демократическим государством, не руководствуется принципами. Подтверждение этому, скажите, вот Брюссель, да, вот есть руководство Европейского Союза, а кто его выбирал? Мы что, голосовали за него? Но они говорят, что у нас там выборы как бы не демократические, а этих чиновников кто назначил? Ну, то есть понятно, что это двойные стандарты, и нам нужно объединяться для того, чтобы сопротивляться. Сегодня Россия является мировым форпостом сопротивления вот этой тенденции, да, мирового жандарма, которую проводит американская эта самая администрация. Мы видим, что даже сегодня Трампа это самое давит до такой степени. Можно о нем по-разному, конечно, рассуждать, но мы видим силу, внутреннюю силу или силу, скажем так, этих глобальных элит, которые управляют всеми процессами. И они это самое, даже американского президента подчиняют этой системе и заставляют его делать то, чего он не хотел бы делать. Ведь он осознает, что процессе в мире, он осознает, что Россия не враг, так как ее представляют эти западные СМИ, и что с Россией нужно сотрудничать в борьбе против терроризма, потому что, давайте вспомним, Россия на самом деле уже давно борется с терроризмом, это было сначала Чечня там и так далее, и мы знаем, когда в России еще Путин говорил, что вот, террористы, нужно бороться с терроризмом, но Европа это тогда не трогало, и они как бы считали, что это внутренняя проблема России. А сейчас, когда начали развивать их дома, они очухались. Но и дальше им сложно признать, что это не внутренняя проблема России, что это глобальный терроризм, который они, собственно говоря, поддерживают. И Россия была первая страна, которая и пострадала, и которая борется, и которая достигла самого большого, скажем так, успеха и продвижения в борьбе с этим терроризмом, но хотя бы внутри страны. Но она же не может сама в одиночку бороться против всего терроризма мирового. И особенно, что я бы так сказал, что сейчас информационный терроризм со стороны Запада, и этот информационный терроризм, мы видим даже в Америке, сам Трамп говорит, что BBC, CNN, News и так далее, все эти американские компании, что это фейковые компании, что они именно занимаются ложью. Так это было в Сирии, так это было в Югославии, в Косово, так это было в Украине, и так сейчас вводят кампанию против России. То есть эту кампанию ненавистничества к России и к русским, это было то, что мы пережили как сербы, когда из нас делали людоедов, которые там чуть ли не кушают живых людей. Упомянули вот уже и телемост в Ростове-на-Дону, который организовывали луганчане, и про Майдан вы уже сказали. А вчера вышел новый список, обновленный у Порошенко, такой санкционный, так сказать, расстрельный, где снова находитесь и вы. Это было и ранее, это в принципе не новость, не сенсация. Все-таки ваше отношение вот к самому факту наличия таких вот списков? Да. Я вам скажу, что это просто... Это как парад идиотов. То есть я вчера слушал украинского политика этого Рабиновича, который говорил о том, что хочет внести в Раду предложение сделать это днем идиотов там, и что-то подобное. Да. Потом я слушал это самое еще других политиков, которые просто в шоке от того, что они запретили там контакт, одноклассники и так далее. То есть нет других проблем у государства Украины, кроме этого. Но на самом деле со списками, я должен сказать, да, меня поставили в этот список Порошенко как человека, который помогает там терроризму типа на Донбассе, который там меня обвинял известный Мосейчук и его партнеры о том, что они даже писали письмо нашему послу правительству Сербии, чтобы меня видали, типа, если они меня видят, то они меня достанут из-под земли. Это так, я говорю вот о демократии, да, то есть представьте себе, что я сейчас как глава там, и просто как серб, как политик, говорю, что я хочу Маккейна там достать
хоть живим, хоть не живим, там, хоть из-под земли, хоть над землей, да? То есть понимаете, о чем мы говорим. И это все спускается, все молчат. Список этот составляется просто по-идиотски. Там мало того, что он не имеет никакого юридического основания, он просто еще и неадекватен. Во-первых, там написали, про меня, что я постоянно проживаю в Москве. Правда, я постоянно, часто в Москве, в гостинице вот этой нашей в Белграде нахожусь, но не проживаю в Москве. Это первое. Второе, они написали, что я руководитель пророссийской организации диаспоры международной. На самом деле, моя организация, она зарегистрирована в Киеве, и они даже не успели в этом разобраться, что она в Киеве, я ее зарегистрировал в Министерстве юстиции, поэтому никакого отношения она к России. Да, филиалы есть, но она зарегистрирована в Киеве. Дальше они говорят, что санкции ввели против тех, кто нарушал, кто был в Крыму и так далее. Но вот, допустим, в моем случае ни на Донбассе, ни в Крыму я не был. То есть нет никакой... То есть они просто хотят меня. Вот я... понятно, что я как руководитель сербской диаспоры, у нас 5 миллионов и больше по всему миру. И то, что со мной происходило, когда против меня организовали охоту нацисты в Киеве, это было везде известно. И мои публикации, они во всех странах мира благодаря диаспоре публикуются. И то, что я выступаю и говорю, конечно же, это им мешает. Но я говорю не в интересах этой власти, я говорю в интересах этой страны, то есть этого народа. Я там жил, я там 20 лет, как говорится, прожил. Я, скажем так, лоббировал безвизовый режим, я приводил туда политиков сюда, я Украину представлял на разных международных форумах, но пока это было еще адекватно, как говорится, и власть, и все так, как оно и было, то есть когда были братские отношения, что с Россией, что с Сербией. Сейчас мы в числе врагов, Сербии там числятся у них как враги, и есть такой негласный приказ, что из всех сербов нужно, скажем так, как террористов проводить, соответственно, с ними работу. То есть многих задерживают, многим это самое не дает права даже позвонить ни посольству и так далее. У меня есть люди, которые жалобы, которые 2 суток держали там, при том, что у него жена там из Украины, но не живет сейчас в Украине и так далее. То есть сейчас, получается, они ввели в санкционный список, нет практически ни одной партии сербской в парламенте, которая не находится на этом списке. То есть, они, понимаете, в чем абсурд? Если они меня или там других людей за то, что мы не поддерживаем украинскую власть и эту позицию, ставят в список, но 90% сербов не поддерживают, даже больше. Это же получается, что они должны всю Сербию поставить в этот список. Или же еще абсурд. Если 90% сербов не поддерживает американскую политику или не любит Америку, это что значит, что сейчас Госдеп должен там выдать на арест всей Сербии или на ликвидацию всех нас, Сербии, за то, что мы их не любим или не поддерживаем? То есть это абсурд, это просто сравнивается, по-моему, с каким-то сумасшествием. На самом деле это вызвало большой резонанс, потому что много политиков из Европы находится в этом списке, из Франции, из Италии, из Германии и так далее. Это люди разные, которые имеют свои статусы в своих обществах. Здесь в Сербии, вплоть до самого высшего руководства страны, просто они смеются, с одной стороны, с другой стороны, просто не знаю, как реагировать, потому что как можно реагировать на неадекватно, еще более неадекватным, то есть сам себя опускаешь и так далее. Поэтому, очень негативно, то есть они этим вредят очень сильно, потому что даже те, кто относился более-менее как-то, они понимают, что то, что они делают, это вне всякой демократии, что это чисто диктаторская эта самая система, и что они, получается, не только из народа Сербии, а даже все политики для них стали врагами. Как они собираются строить отношения с этим государством, если пол парламента и практически все лидеры сербских партий у них в числе врагов. То есть это ссылаются они часто сейчас на своих друзей в Албании, в Косово и так далее. Статья про вас. Да, как в статье про меня, и где они говорили, что наши албанские друзья сообщили, что он там является большой угрозой, что его нужно уничтожить. Слава Албании, слава Косову. А слава Косову — это как слава Крыму или как? То есть, что они хотят на самом деле... Учитывая, что Украина тоже не признает. Да, то есть они сами себе просто... Мало того, еще многие из украинских политиков, они говорят, что мы не признали Косово. Давайте будем честными. Не признали благодаря тогда работе нашего большого друга Бориса Олейника, Крючкова, потом партии регионов, где я с ними
успел, скажем так, принять резолюцию, которую они осуждали возможность признания это самое Косово. Это благодаря Олегу Цареву, благодаря партии регионов, и не только партии регионов, а и всех партий, которые тогда были в Днепропетровском парламенте, в том числе и партии Юлии Тимошенко, потому что тогда из 95 депутатов 93 проголосовали за, то есть поддержали Сербию против отделения и так далее. То есть никакой заслуги сегодняшней власти в этом нет. И они просто этим манипулируют. Конечно же, сербские власти подыгрывают, но они понимают на самом деле ситуацию, что сейчас Украине невыгодно из-за Крыма это признавать. Если бы ситуация была чуть иначе, признали бы ее в первый же день. Но это же типа символ, что ли, революции. У них же сейчас все как-то вот наоборот получается. Драган, спасибо большое, что время нашли дать нам интервью. Ну и хочется надеяться, что в следующий раз встретимся по какому-то более благоприятному поводу, чем обострение в Косово и списке Порошенко. Спасибо вам. Хочу передать всем нашим друзьям, братьям по всей большой, великой стране еще советской, да, и в том числе нашим украинцам, потому что там очень много украинцев адекватных, понимающих ситуацию, которые просто не могут. Мне очень жалко этого народа, очень жалко народа, который погибает, а особенно людей, которые на Донбассе погибают, которые мучаются и так далее. Мы это все проходили, и очень хочется, чтобы побыстрее все это прошло, чтобы всю вину и все то, что сделали те, кто это сделал и организовал, понесли на свое наказание, или хотя бы ушли, это уже будет большая награда для народа, потому что им легче станет дышать, потому что они проглотили уловку, как и мы, что вот придет Европа, вот придет цивилизация, это будут хорошие деньги, хорошая жизнь и так далее. Но вот до чего они дожили. Это все мы уже проходили. Поэтому дай Бог им не проходить больше таких испытаний, и дай Бог, чтобы наши народы все-таки остались едины и братские, какие они и есть. Сколько бы их власти и СМИ не пытались манипулировать и делали из нас врагов. Враги – это люди, которые управляют этими процессами, и они должны понести ответственность, а наши народы будут дружить все равно. Спасибо вам большое.